Глава Якутии Айсен Николаев работает в горном районе. Он встретился с людьми, задействованными на тушении пожара, и ознакомился с текущей ситуацией. Так, по официальным данным, обстановка в районе остается напряженной. На сегодняшний день огонь находится в нескольких километрах от населенного пункта. Горный район у нас сегодня наиболее горимый район нашей республики. Здесь мы тушим сейчас 11 пожаров. Есть несколько пожаров еще в зоне контроля, которыми мы тоже должны будем в ближайшие дни заняться. Хочу сказать, что в результате очень такой хорошо организованная работа по тушению пожаров и федеральных сил, республиканских, местного населения, добровольцев, которые сюда приехали из Якутска, удалось решить задачи первого этапа, то есть огонь сегодня ни одному населенному пункту горного района прямой явной угрозы не представляет, ни один пожар. Вместе с тем сейчас уже мы переходим ко второму этапу, это мы должны начинать уже локализацию этих пожаров, потому что, конечно же, вот эти пожары, они достаточно большие. Пожар, который около Магарас, это 2 пожара, 5 и 21 номера. Они практически, общая их площадь 50 тысяч гектаров. Это та территория, которой огонь прошел за месяц. Сегодня, конечно же, площадь активного горения гораздо меньше, но вместе с тем мы видим, что этот пожар имеет возможности, если его не локализовать, уйти в сторону Бердигестях. Конечно, мы этого не должны допустить, поэтому сюда привлечена, наверное, самая большая наша группировка, сотня работников авиалесохраны, Якутлесресурса, МЧС, местное население. Здесь за эти дни поработало именно на этом пожаре 168 добровольцев. За прошедшие сутки в Якутии ликвидировали 16 пожаров общей площадью 158 тысяч гектаров. В общей сложности локализовано более 20 пожаров на площади 140 тысяч гектаров. По словам специалистов, также наблюдается позитивная динамика в тушении очагов на территории природного парка Ленские столбы. Свою работу на территории региона продолжает и самолет-зондировщик Ан-26. Сегодня он также будет работать в Мирнинском и Сунтарском районах. Вчера очень удачно отработал по 3 районам. Везде, где он работал, была ресурсная облачность, пошли дожди, и это не может не радовать. Работа продолжается, работа организована практически круглосуточно, руки никто не отпускает. При этом хочу сказать, ситуация действительно сложная, она вызвана тем, что аномальная жара очень долго здесь, большой дефицит осадков, но вместе с тем удар держим. Надеюсь, что в ближайшее время будет поспокойнее.